определяешь, да, но и количество. Вот, поэтому у нас традиционные праздники есть. Это День учителя, День декада коренных народов в декабре, да, Новый год, Масленица. Там у нас повара готовят выпечку, коми-выпечку, это шанги, кулебяки и так далее. Ну, и вот День открытых дверей, посмотрите следующий слайд. Значит, очень интересная тоже форма. В 2020 году, до пандемии, еще мы успели провести такой хороший день открытых дверей, когда разыгрывался сценарий про домового, тоже про село, там был сценарий, да, и значит, мы там переход из старого дома в новый. Был сделан такой дизайн, можно следующий, да, там, да, вот, чуть-чуть назад, вот, да. Вот домовой наш, ну, там коми-спа и так далее, очень интересно. Родители приходили, было очень много народу, поэтому такое интересное мероприятие, очень много выпечки было на этом мероприятии. Можно следующий слайд. Вот. Поэтому национально, и мы провели такое анкетирование среди родителей, да, почему-то ребята очень хотят пельмени. Не знаю почему, да, но вот выпечку они очень любят, почему-то пельмени хотят, да. Ну, несмотря, конечно, на позитивную такую динамику, у нас есть, конечно, много вопросов над решением, которыми нам предстоит работать. Это и модернизация школьного пищеблока, и необходимо продолжить работу по формированию культуры питания, да. Ну, и я, конечно, убеждена, что тема организации здорового качественного питания должна быть на особом нашем контроле у всех руководителей. Ну, ведь цена вопроса – жизнь и здоровье наших детей. Поэтому, если есть вопросы ко мне, можете задать. Я, конечно, не все сказала. И... Сколько человек в вашей школе? Было 65. Да, то есть школа маленькая, но средняя школа у нас, да. Мы распределили так, что после первого урока питаются начальные классы, после второго питаются завтраком старшие классы, после четвертого урока питаются обедом начальные классы, после пятого урока питаются обедом старшие классы. Если у них физкультура, то они уже знают, перед физкультурой есть нельзя, переносим через урок. Вот, ну, то есть повара уже привыкли к этому, и дети привыкли, перед физкультурой я не иду, я иду с начальными кушать. Или там начальные, я со старшими иду кушать. То есть, вот, они уже привыкли. Сначала было трудно, сначала была неразбериха, а потом все. Можно спросить, да, анкетирование проводили, то есть дети любят пельмени. А вот, может быть, где-то повара, где-то рассказывали, что, а как относятся к чипсам? Чипсы любят все. Но их нельзя. Ну, а в анкете был этот вопрос? В анкете мы такого не вносим, потому что это априори нельзя вносить. Это патрон пива нельзя. Еще вы говорили, скажите, а как у вас горячее питание сколько составляет? 100%. Ну, это было похоже. От платного только вот двое у меня отказались. Да. А в этом году, может, и больше. А так все 100% сесть, лишь у нас бесплатно. У меня еще вопрос. Как у нас организован родительский контроль по питанию? Сейчас этот вопрос еще такой? Да, раз в квартал у нас приглашаются родители, ну, если это родители, да, мы пока не адреси на сайте школы. Приходят, смотрят, снимают пробы, заполняют акты. Но они с удовольствием приходят под родительский контроль для того, чтобы все-таки проанализировать, чем кормить детей. Да. Одна даже родительница сказала, у вас вкусно, как в садике. Мне это конкретный день или они приходят в любой день? У нас есть график, но если у них совсем не получается, то немножко отступаем. График утверждаем, то есть какой-то определенный день приглашаем, но родители тоже же работают. Родителей же мало у нас, все они заняты, так скажем, поэтому договариваемся, когда можете прийти. И тут смотрят, пробуют. Еще вопросы? Сейчас по новым карантинам, которые с 2020 года, обязательно должны разрабатываться меню для детей, нуждающихся в диетическом питании. Как у вас с этим вопрос? У нас этот вопрос пока не рассматривался, потому что у нас, к счастью, пока такие у нас есть дети с ОВЗ, то есть дети униходящие, и ОВЗ, которые вот обучаются на дому, у нас до часов приходят. А диетического пока нет. То есть не было рекомендаций по диетическому питанию для данных категорий детей?
Не было. Спасибо большое за внимание. Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей. Поэтому важно эту среду сделать органичной, естественной для детей, для ребенка. Использование здоровьесберегающих технологий на уроке и проведение организационно-педагогических мероприятий является важнейшей задачей школы и каждого учителя по подготовке ученика к самостоятельной жизни. Часто применяется игровая технология, так как игра приближает речевую деятельность к естественным нормам, обеспечивает практическую направленность обучения. Переходим к рассмотрению вопроса формирования у обучающихся культуры питания и здорового образа жизни в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», который нам представит Мартинс Марина Витальевна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы села Пойдёнкино Сысольского района. Добрый день, я приветствую всех, Сысольский район. Начну свое выступление. Культура питания – это важнейшая составная часть общей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. И формирование культуры здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. Системная работа по формированию культуры здорового питания включает 3 направления. Это рациональная организация питания в общеобразовательном учреждении, включение в учебный процесс образовательных программ формирования культуры здорового питания и просветительская работа с детьми, их родителями, педагогами. Только сочетание всех направлений этой работы может создать и в школе, и дома такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни. Нас, педагогов-практиков, интересует больше вопрос: а как ненавязчиво, увлекательно, познавательно сформировать эту культуру не только у учащихся, но и у их родителей? Для себя я нашла ответ на этот вопрос. Это реализация комплексной образовательной программы «Разговор о правильном питании». Преимуществ у программы много, я их перечислила на слайде. Но, по моему мнению, самое важное преимущество – это то, что мы, педагоги, имеем возможность скорректировать и адаптировать материал курса с учетом возрастных особенностей детей, места проживания, национальных традиций, материальных и методических условий, а также использовать ее в условиях дистанционного обучения. ФМВОЗ начального общего образования предъявляет требования к результатам работы по формированию культуры здорового питания обучающихся. Содержание всех частей учебно-методического комплекта «Разговор о правильном питании» позволяет достичь этих результатов. Мой опыт работы по данному курсу с 2016 года, я прошла все 3 модуля. И в своей работе я использую следующие формы и направления педагогической работы, которые охватывают разные аспекты воспитания и обучения детей. Это духовно-образовательное, воспитательно-оздоровительное, культурно-познавательное, нравственно-трудовое. Сегодня я поделюсь опытом работы наиболее, по моему мнению, удачных и запоминающихся форм проведения занятий по формированию у учащихся культуры питания и здорового образа жизни. Сейчас на прилавках магазинов много различных овощей, но они могут содержать вредные для организма вещества. Ну и вторая проблема – где взять деньги? Все просто. Чистые экологические продукты можно вырастить самим. Начиная с 1 класса ежегодно мы выращиваем в классе зеленый лук на подоконнике для витаминизации питания нашего класса учащихся. Ну и пробовали вырастить рассаду помидоров. Урожай дети собирают, конечно, дома с родителями осенью уже. Ну и часть рассады помидоров мы продавали. То есть для класса это ощутимое. И выращивание экологически чистых продуктов – это наше будущее и надежная гарантия того, что дети будут здоровы, выбирая то, что выращено своими руками.
Очень нравится детям готовить. Но взрослые дома зачастую не допускают их к процессу приготовления пищи. На наших занятиях можно попробовать себя в роли повара. Блюда мы готовим полезные для здоровья. Учимся организовать свое рабочее место, пользоваться ножом, сервировать стол и даже мыть посуду. Все это способствует развитию навыков приготовления пищи через совместную коммуникативную деятельность. Любят дети и родители однодневные походы, в которых дети учатся готовить простейшую еду в походных условиях. Такая форма способствует привлечению не только детей, но и родителей к активному отдыху на природе. Участие в творческих конкурсах различного уровня позволяет формировать навыки правильного питания через совместную деятельность детей и родителей. Главное, чтобы ребенок был активным участником, а не наблюдателем. И я всегда задаю вопрос: а что делал ты? Какую ты роль принял в том или ином конкурсе или в поделке? Программа «Разговор о правильном питании» позволяет работать также и над развитием речи детей, пополнением их словарного запаса. Это сочинение сказок, оформление рецепта приготовления блюда или инсценировка сказок о питании. Приятно, что занятия кружка позволяют детям провести связь с жизнью. Приведу пример произведения Елены Габовой «Гришуня на планете лохматиков». Вы, наверное, помните момент, когда Гришуня долгое время делает перочинным ножиком котел, чтобы научить лохматиков варить уху на костре. Но когда они разжигают костер, котел-то сгорает, и он отчаивается. Так вот, мальчик у меня в классе говорит: а зачем он это делал? Можно ведь было по-простому обвалять рыбу в глине и запечь в этом костре. То есть, получается, занятия не зря проходят. Не секрет, что современных детей проблемно заставить читать. А вот короткие видеоролики они любят смотреть. И на помощь приходит на занятиях наш любимый ералаш, который я использую на разных этапах занятий. Например, фрагмент «Школьная столовая». Он позволил на занятии создать проблемную ситуацию. Я спросила у детей после просмотра: хотели ли бы вы, чтобы в нашей столовой было такое же меню? Кто-то сказал да, кто-то сказал нет. Ну и в конце занятия мы пришли к выводу, конечно, что эти продукты часто есть вредно. Вот. Одно из направлений работы по формированию культуры здорового питания, здорового образа жизни – это участие в акциях. Например, это акция «Блокадный хлеб» и «Не дай себя уничтожить». Они способствуют бережному отношению к своему здоровью и бережному отношению к продуктам питания. Здесь мы сигареты делали тоже с детьми, поэтому они все этапы, как говорится, проходят вместе. Ну, наверное, самый запоминающийся и увлекательный получился у нас долгосрочный семейный проект. Он целый год длился вместе с родителями. Назывался он так: «Тесто плюс картошка». Мы не ожидали, сколько различных блюд можно приготовить, используя только тесто и картошку. Цель проекта – это знакомство с традициями разных народов через изучение национальных блюд, ингредиентами которых являются тесто и картошка. Вместе с родителями ребята дома по очереди в течение учебного года готовили блюда, а в классе проходила презентация и дегустация. Результат работы: дети в восторге. В некоторых семьях даже стало традицией готовить на выходных совместные блюда. Ну и в конце каждого учебного года я провожу семейные развлекательно-познавательные интеллектуальные игры, связанные с питанием. Например, крестики, нолики, вкусный час. В этом году танковое сражение. Они позволяют обобщить и систематизировать знания по программе «Разговор о правильном питании». Ну и представленная мной система реализации программы по формированию учащихся культуры питания и здорового образа жизни показала, что она выстроена в соответствии с возрастными особенностями учащихся, имеет практическую направленность, содержит разнообразные виды, формы, методы работы не только с детьми, но и с их родителями, способствует формированию базовых национальных ценностей, дает положительные результаты. Ну и самое главное, это повысился уровень познавательной творческой активности детей. Учащиеся классы и их родители активно участвуют во всех конкурсах, проводимых в рамках программы.
не только в школе, но и в Республике Коми. И свое выступление я хочу закончить одной из творческих работ учащихся моего класса, которая приняла участие в конкурсе «Этномир» в ТикТок. Полностью вылезла Кулента Кулента. Давай, Царём, давай. А пузом тайку. Давай, Шанда, тоже есть. Давай. А медленно снимайте что. О, печёс, кушай, Спасибо за внимание. Благодарим вас за столь увлекательное представление. Есть ли вопросы? Да, есть. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, а вот что бы вы посоветовали педагогам, которые не используют ту программу, о которой вы сейчас сказали? Наверное, взять и попробовать. Наверное, попробовать. Вот здесь сказали, нельзя есть чипсы. Чипсы есть можно, но редко. В школе нельзя. В школе нельзя. У нас есть тарелка, мы с детьми изучаем зеленые продукты, которые можно есть каждый день, желтая редко и красные очень редко. И когда дети приходят в магазин у меня и покупают чипсы, они на меня смотрят и говорят, я давно не ел. То есть они знают, их можно, мы не запрещаем продукты кушать. То есть очень редко ты можешь кушать. 3 тарелки. Я не знаю, надо, наверное, попробовать, может и проникнуть. Как долго вы работаете С 2016 года. Да, долго. Она идет у вас, эта программа, во внеурочном. Во внеурочном. И получается, что час в неделю. Да. Час в неделю. Вот знаете, вот сразу минус этой программы. 3 тетради, 1 тетрадь на 1 год рассчитана. У меня получается, вот, например, я в 1 классе веду, 2 отдыхаю, потом в 3 беру, 4 отдыхаю. Вот не хватает. Вот если бы она на 4 года была, я как-то думала уже сесть для себя, сделать программу на 4 года. Ну, пока не нашла, как говорится. Да, вот мне пару слов хочу сказать по этой программе. Наш центр образования здоровья, можно сказать, является региональным координатором этой программы реализации Республики Коми. Эта программа получается вот 4 модуля, как мы моментально сказала, это разговор о правильном питании, тренирование здоровья и полного здорового питания. В общем, кто заинтересовался, можете подойти ко мне, взять методическую литературу, ознакомиться. Тетради совершенно бесплатные. Да, Центр выдает. методическая литература совершенно бесплатно, отправляется на Москвы. Ежегодно проходит по этой программе у нас региональные конкурсы в рамках этой программы. Интересные дети всегда очень активно участвуют вместе с родителями, педагоги участвуют. Поэтому я вас призываю ознакомиться да, с этой программой, кто заинтересуется, участвует. Сайт «Практик. Правильное питание». Там есть презентации, там есть опыты, там есть много чего. Игры для детей есть. Очень хороший сайт. Для начальных классов, да? Да, это изначально. Формула правильного питания, она для среднего звена. Первые 2, можно сказать, начального, а потом уже. Тетради бесплатно, вам привезут, вам методичку дадут. И обучают, то есть бери и пользуйся. Но сейчас главная задача вот тех, кто присутствует на площадке, может быть, кто-то слышит, чтобы донести эту информацию об этой программе. Она действительно заслуживает особого внимания. И методическое сопровождение действительно бесплатно. Это большой плюс для возможности реализовать ее на местах. В школах существует целая программа двигательного развития обучающихся. Она подразумевает правильную, организованную деятельность, двигательную активность.
учитывающее психовозрастные особенности детей на данном этапе развития, их режим дня и индивидуальные особенности. Привлечение школьников к адаптивной физкультурной деятельности невозможно без удовлетворения их интересов и потребностей в данной области, которые реализуются при совершенствовании организации учебного процесса. Мы приглашаем Подорову Ольгу Ремовну, инструктора по адаптивной физической культуре местной Сыктывкарской спортивной общественной организации «Дети в спорте» города Сыктывкара с докладом об организации занятий адаптивной физической культурой с детьми. Немножко о себе. 35 лет я проработала в дошкольном образовательном учреждении для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Когда я пришла на работу, у нас был детский сад, в котором было 3 группы. На данный момент в городе несколько специализированных садов для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с нарушением речи, для детей с задержкой психического развития. И еще всем детям места не хватает. Это значит, что все больше и больше становится детей с заболеваниями. На данный момент я уже на заслуженном отдыхе, но тем не менее провожу консультации в Институте развития образования, в общественной организации «Дети в спорте». Звонят родители, приходят, я им даю консультации, потому что накоплен очень большой опыт. Мы написаны программы по устранению пищевого спазма на занятиях по адаптивной физической культуре, подготовка руки к школе, суставная гимнастика, коррекционно-развивающая игра зверобика, где мы превращали зверей с детьми и корректировали какие-то двигательные нарушения. Ну, непосредственно активы. Что такое адаптивная физическая культура? Волнуюсь. Что такое адаптивная физическая культура? Это физическая культура для людей с какими-то отклонениями в состоянии здоровья. Методы и приемы адаптивной физической культуры – это физкультура, это дыхательная гимнастика, это релаксация и игра. Как вы знаете, что игра – это самый доступный вид деятельности для ребенка. К сожалению, здоровье детей с каждым годом ухудшается. Потому в детском саду и в школе важной задачей является сохранение, укрепление здоровья подрастающего поколения. Тема адаптивная физическая культура, она многогранна. И в своем выступлении я затрону вопросы о роли учителя в сохранении здоровья детей. Что необходимо знать учителю, чтобы так же, как в медицине, соблюдался принцип «не навреди». Не навреди ребенку. В каждом классе может быть ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Это хорошо, что тут, в частности, в школе у вас много таких детей. В городе очень много таких детей в классе. Это могут быть дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с неврологическими заболеваниями, с задержкой психического развития, с генетическими заболеваниями. И в первую очередь учителю необходимо проконсультироваться с медицинским персоналом, с родителями о том, чтобы знать, какие особенности в развитии здоровья детей. Это очень важно, чтобы учитель знал особенности здоровья. Если в классе есть ребенок с таким заболеванием, как врожденный вывих бедра, то учитель должен знать, что этому ученику ни в коем случае нельзя прыгать, нельзя бегать, нельзя очень много приседать, потому что может суставная головка сустава выскочить из суставной сумки. Если это ребенок с ревматоидным артритом, даже в период ремиссии этот ребенок отстраняется от физкультурных занятий. Почему? Потому что ребенок может упасть на физкультурных занятиях, случится травма. Это воспаление сустава, которое лечится очень-очень долго. Детям с неврологическими заболеваниями, к сожалению, сейчас очень много рождается детей с травмой шейного отдела позвоночника. Вот я помню слова нашего знаменитого ортопеда,
Антонины Павловны Козловой, она всегда говорила: с шеей обращайтесь на «вы». Не давайте детям такие упражнения, как круговые движения шеи, резкие повороты шеи. Учителя физкультуры должны знать, что этим детям ни в коем случае нельзя делать кувырки вперед, назад. К сожалению, учителя не знают. Приходят дети и говорят: а меня учитель физкультуры заставил делать кувырок вперед. А ребенку нельзя, а учитель не знает. В классе могут быть дети с судорожным синдромом. Очень много таких детей. И имея такого ребенка в классе, учителя всегда должна быть рука на пульсе. Всегда взор его должен быть направлен на этого ребенка, потому что судороги могут случиться в любое время. Даже во время тихого часа, во время какого-нибудь спортивного мероприятия или какого-нибудь концерта, когда у ребенка идет такой эмоциональный всплеск, у него могут случиться судороги. Так что учитель обязательно об этом должен знать. Учителя должны знать, что детям, таким как с последствиями ДЦП, нельзя долго сидеть в одной позе, больше 20 минут. Ему необходимо дать постоять, походить, если есть возможность, даже, может быть, дать полежать. Ну и один из таких важных вопросов, конечно, роль учителя в сохранении осанки здоровья, осанки ребенка. Ведь осанка – это залог здоровья. Формирование привычки сохранять правильную осанку. Для чего надо ребенку мотивировать его? Для чего нужна ему правильная осанка? Для того, чтобы сердечку было хорошо, для того, чтобы легким было хорошо, и желудочку было комфортно. И вот на протяжении всех 35 лет у меня в садике в группе была стойка «Проверь осанку». Дети учились проверять осанку, вставая в щит. Так, следующий слайд. В щит. Правильная осанка. К стенке голову, к стенке пятки прижимаем, к стенке спинку прижимаем, ну и потом по световой дорожке шагаем. Вот проверьте свою осанку. Все сразу Какой щит может быть установлен в классе, может быть установлен в коридоре, в спортивном зале. И вот поверьте, если детей перед уроками, в конце урока научить проверять осанку, а потом они сами будут прислоняться к этой стенке, будут проверять друг у друга осанку. Можно назначить дежурного по проверке осанки. Поверьте, что у детей вот эта привычка будет формироваться. Ну, там на следующем слайде это какие можно делать усложнения по проверке осанки. Ну и поговорим про игры, которые укрепляют осанку ребенка. Вот самая простая игра. Рекомендую поносить на голове книгу или мешочек с песком. Обыграйте их. Не просто книгу, а, например, играйте в официанта. Официант, который разносит посетителям кафе, приносит книгу, меню, или эта книга может называться «Рецепты». Да не просто носить эту книгу на голове, а носить так, чтобы она не упала. Можно устроить соревнования, кто дольше проносит эту книгу на голове. Следующий слайд. Можно для укрепления осанки использовать подражательные движения. Как известно, подражательные движения – это же самый доступный вид движения для ребенка. Вот такие подражательные движения – это для ребят это прямо удивительный мир превращения в животного. Вот сейчас давайте с вами поиграем в игру черепаха. Черепаха, у нее на спине панцирь. Если ей страшно, если что-то угрожает, она свою голову прячет в панцирь. Подняли плечики, спрятали голову. Все, опасность исчезла. И черепаха вылезает из своего панциря. Хорошо расправили спину. Посмотрели в одну сторону, прямо. Посмотрели в другую сторону. Прямо такое наслаждение получили. Кровь сразу побежала по всему телу. Или игра тигр
готовится к прыжку. Игра, которая не требует много места. Встали все. Ну тоже помочь. Встали все, ноги на плечи, носочки ног, руки опустили, чуть-чуть присели, и у вас уже ваши ноги, они мышцы на ногах напрягаются. А теперь пальцы на руках превратили в когти тигра, высоко подняли, сделали вдох, зарычали и поднялись на носочки. Тигр готовится к прыжку. И дыхание, и такая динамичная работа мышц, напряжение и расслабление. Всего несколько раз делать такое упражнение, и вы прекрасно почувствуете, что ваш организм отдохнул. Дальше я хочу обратить внимание на игры с мячом. Мое детство – это постоянные игры с мячом. У нас была стенка. Мы играли, у каждой девчонки были мячи. Мы играли мячами и в лапту, и в картошку, и бросали, и перепрыгивали через мячи. А сейчас многие дети мяча боятся. Поэтому в школе учителю можно порекомендовать играть мячом в классе как? Шить мячи тканевые. Ничего опасного ни для стекол, ни для детей не будет. Можно с помощью игры в мяч повторять, например, правила русского языка, математики, природоведения, встать в круг перед классом, перед доской и партами и поиграть в игру «Веселый мяч». Мой веселый. Мяч быстро попало, становится мячик, я тому задание, там учитель дает ученику задание. Ведь мяч — это такая совершенная фигура, самая простая игрушка, фигура, которая у нее соприкосновение с ладонью ребенка, вот огромная площадь, совершенствуются тактильные ощущения, укрепляются мышцы кисти, мышцы пальцев. Мячик можно погладить, можно похлопать по нему, можно пощупать его, можно пощипать его, можно побросать, перебрасывать, отбрасывать, сколько угодно. Действий можно совершить с мячом. Так что играйте с мячом, наслаждайтесь игрой с мячом, и пусть ребенок играет вместе с вами. Ну и еще хочу задеть в своем выступлении одну очень деликатную тему. Это касается детей с ДЦП. Они не хотели рождаться, приходить в этот мир с таким заболеванием, но, к сожалению, судьба распорядилась так. И вот эти дети, они страдают слезотечением. И я очень часто была свидетелем того, что воспитатели, учителя говорят им, кричат даже: закрой рот, проглоти слюну, пожалуйста, не делайте этого. Они и так обижены судьбой, и не надо их еще заострять на этом внимание. Просто договоритесь с ребенком, что вы подходите к нему, руку на плечо положите, значит, ребенок уже будет знать, что надо что-то в себе изменить. Надо воспитать в ребенке привычку руку держать закрытым и проглатывать слюну. Это очень важно для ребенка. Все, на этом мое выступление закончено. Вопрос такой. Приглашают ли вас образовательные организации, чтобы проводить вот такие мастер-классы обучающие? Ну вот, Институт развития образования. Я в прошлом году читала вебинары. Да, я отвечу, наверное, на этот вопрос. Мы Ольгу Ремовну привлекали. У нас есть серия вебинаров как раз по двигательной активности, по АФК, по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, именно в этом направлении. Целая серия семинаров, вебинаров, которые давала Ольга Ремовна с практикумами. То есть их можно посмотреть, они все в свободном доступе. До сих пор на сайте можно выйти и посмотреть. Приглашаем ее, да, она у нас дает периодически семинары. Ну, возвращаясь в свою работу. Да. Спасибо большое. Важным звеном физической культуры является целенаправленное формирование здорового образа жизни. Настоящая культура физической деятельности упорядочивает поведение человека, способствует воспитанию чувства ответственности, дисциплинирует личность. Поэтому в образовательном пространстве школы особенно актуальным становятся здоровьесберегающие методы и приемы, направленные на укрепление соматического здоровья школьников. Переходим мы к мастер-классу. Первым предоставляется возможность представить опыт по внедрению системы физкультурно-оздоровительной работы дыхательной гимнастики Сазонову Павлу Михайловичу,
Учитель физической культуры, Выгодская средняя общеобразовательная школа номер 1 Сахтардинского района. Добрый день, коллеги. Я Павел Михайлович, учитель физической культуры. 20 лет практически проработал в Усть-Коломском районе, в поселке Кимша. В прошлом году с семьей решили перебраться в Выгодскую школу. Пригласил друг Андрей Васильевич и, в общем, перебрался в первую Выгодскую школу. Хочу вам рассказать не просто внедрение в систему, а тут можно даже сказать, что использование физкультурно-оздоровительной системы Стрельниковой. И тут же нельзя сразу уходить от этого, Стрельниковой и Бутейко. Вот. Дальше. Вот. Актуальность темы у нас является следующим, что в наше время главной причиной это здоровье нации, пропаганда здорового образа жизни и так далее. Реалити сегодняшней жизни приводят людей к различным заболеваниям, о чем мы уже с вами все это рассматриваем и так далее. Вот. Вообще дыхательная система, можно дальше. Вот. На уроках физической культуры, внедряя комплекс упражнений Стрельниковой, происходит укрепление и сохранение здоровья. Если вы посмотрите в интернете, да, вы можете увидеть, что дыхательное упражнение Стрельниковой где-то идет АС Стрельникова, где-то идет АН Стрельникова. Можно вроде бы запутаться. На самом деле Северовна это мать, которая вообще они занимались вокалом. И в какой-то момент дочь родилась тоже с определенными заболеваниями, сердца и так далее. Вот. Она стала, вот, как бы вроде бы использовать для вокальных данных, эти упражнения начала она усовершенствовать и начала работать на своей дочке, пробовать эти упражнения. И она выздоровела. И начали они дальше усовершенствовать эти полностью упражнения. И дочь у нее уже, вот я про которую говорил, уже Александра Николаевна, она уже полностью усовершенствована, и упражнения пошли дальше. Вообще, на самом деле, упражнения дыхательной системы Стрельниковой, если можно заметить, они в основном происходят в исходном положении стоя. Вот как у нас у учителей физкультуры и вообще различные упражнения, бывает, что стоя, бывает в движении, общеразвивающие упражнения. Так вот, здесь я еще не рассмотрел, надеюсь, в следующий раз пригласят и где-нибудь еще расскажут. Есть еще упражнение дыхательной системы Бутейко. Она мне тоже нравится, я его на уроках физкультуры использую. Вот эти упражнения идут уже в движении. Вот. Стрельникова. Так, дальше. Вот. Здесь я уже рассказал про маму и так далее. Так, дальше. Вот. Перейдем к самому непосредственно к мастер-классу. Кто-то может быть с этим ознакомлен, кто-то нет. Вот посмотрите, у Стрельниковой суть упражнения заключается в том, что, вот посмотрите, дыхание идет за счет коротких вдохов через нос, и выдох идет через рот. Вот сейчас откройте рот, пожалуйста, да, и попробуйте сделать резкий вдох и свободный выдох через, открытым ртом. Попробуйте вместе самостоятельно. Вот смотрите, рот открытый. Тяжело, не получается. А сейчас я вам дам небольшую подсказку, как должно происходить. Оказывается, вы язык должны приложить к небу, к верхнему небу. Вот попробуйте сейчас при вдохе язык прикладываем к небу, вверх, язык прям закрыли. Вдох и свободный выдох через рот. Смотрите, легко получается, да? Когда делать язык-то уже отпустил. Но выдох-то происходит через рот. Конечно, выдох надо. Вы делаете именно вдох. Может быть, так и держать? Нет. Выдох через рот. Теперь посмотрите. Вы сейчас попробовали. На самом деле упражнения такие универсальные и сложные, что вот сейчас, сделав пару раз, у вас может закружиться голова. Вы сейчас даже многие заметите это. Поэтому к этому надо идти постепенно, постоянно, от простого к сложному. Вот. И есть у них определенные 8 упражнений, которые можно делать в исходном положении сидя, стоя. Детям тоже очень нравится выполнять. Вот упражнения, которые называются ладошки. Очень простые тоже. Попробуйте. Вот возьмите ручки, да. Мы с вами держим вперед. Всего надо сделать 8 раз для начала. 8. Вдох, сжимаем. И медленно, спокойно отпускаем. Поехали. 8. И. Ой, так быстро.
Все, расслабились спокойно, можно ручки опустить. Теперь посмотрите, эти упражнения, вот чувствуете, да, такая уже вот это пошла такая вроде бы как расслабленность, вроде как и динамическая пауза у вас уже. Даже если вы учитель русского языка, там просто классный руководитель, можно это использовать. Устали, вот мы с вами час уже сидим, а эти упражнения немножко позволяют вам двигаться и выполнять упражнения. Смотрите, на самом деле, выполняя эти упражнения, это идет дыхательная система пульмогруппы. То есть полностью это у нас астматики, это у нас обязательно воспаление, когда идет и так далее. В конце там у меня будет слайд, что на самом деле это рекомендовано уже Министерством здравоохранения после заболевания ковидом. То есть, когда люди заболели, лежат, их отправят. Вы сейчас идете на лечебную физкультуру в определенный спортивный зал. Все, дети взрослые туда приходят и уже занимаются вот этими упражнениями. Кому нельзя, те выполняют стоя, сидя и так далее. Вот упражнение следующее, погонщики, например, тоже уже подсели чуть, да, погонщики, то есть, как на лошади, опять же вдох идет. Упражнения все простые, посмотрите дальше, вот смотрите, погонщики, простые упражнения, насос упражнение простое. Следующее упражнение кошечка. Разворачиваешься, вдох, вроде бы простенькое упражнение, но при этом происходит разворачивание корпуса. Уже опять работают легкие, движения какие-то позвоночника появились и так далее. Так, дальше. Вот, обнимание плеч идет у нас, но ни в коем случае здесь есть нюансы некоторые, не скрещивания. Но, опять же, хочется сразу заглянуть. Есть как показания к применению, есть противопоказания. Но противопоказаний на самом деле не очень много. В основном только показания от всяких заболеваний. Но есть некоторые нюансы. Вот, допустим, нельзя делать скрещивать руки, потому что тут как бы запрещено после инфарктов, при хронических заболеваниях сердца и так далее. Вот такие небольшие нюансики во время скрещивания рук и так далее. Главное, чтобы все было правильно. И есть упражнения, вот именно тоже в виде выпадов, поднятия ног и так далее. Вот это все происходит с помощью дыхательной системы Стрельникова. Смотрите, 8. И все? Нет. Сегодня мы 8 сделали, завтра 16, 32. И здесь рекомендуется вообще, если вы хотите довести до совершенства, до 96 получается. Да, все вот под такт идет, вот это движение. С детьми мы до 96 не доходили, до 32 именно все. И поехали, пауза, и снова работаем. И ладошки, и погонщики, и так далее. Вот это дыхательная система Стрельниковой полностью поэтому. Так, я уже вам рассказал вот про ковид и так далее. И вот опять же здесь, они обязательно, неважно, лечебная физкультура или что, вот это будет в больнице, в школе, на классных часах и так далее. Здесь Стрельникова от Бутейко, совсем они разные люди. Но упражнения проводить в это же время можно. Чем? Вот у Бутейко, в отличие от Стрельниковой, у нее идет на задержке дыхания. Там чуть-чуть совсем другое. Я тоже хочу немножко захватить. Тут идет 4 вдоха упражнения, особенно в движении, их используют. Поднятие на лестницу, спускание с лестницы, движение вперед, назад. Смотрите, у Бутейко идет задержка дыхания. Идет у них 1, 2, 3, 4. Набрали дыхание, теперь держим. 5, 6, 7, 8. Держим, выдох пошел. 1, 2, 3, 4. И можно снова вдох. А если усовершенствовать, можно на выдохе, опять пауза, 1, 2, 3, 4, пауза. Вот это у нас дыхательная система уже Бутейко, тут уже можно будет как мастер-класс походить, выйти, но время у нас ограничено. Вот. Поэтому, пожалуйста, используйте вот эту дыхательная система Стрельникова, Бутейко. Вопросы? Спасибо. Вопросы, значит, какие результаты в итоге у ваших детей получились? Определить результаты на самом деле очень сложно. Можно сказать, допустим, по поводу вот этих вот упражнений и так далее. Выполняя с детьми, мы же сами выполняем. Количество заболеваемости у нас уменьшается, но и если заболеваемость, если все-таки она есть, на самом деле она проходит как? Намного легче, спокойнее, потому что вот это и результат. Да. Вот это и получается результат, как у детей, так и на собственном опыте, что в течение года я не болел ни разу, но перед чем сюда приехать, думал, приеду или нет. Стрельнула спина где-то здесь, как инвалид неделю был. Но
подышали, все пошло. Ну, Так что- стрельнула, это к Ольге Ремовне. Так что Ольга Римовна не даст соврать. Работает эта система ведь, да? Да. Я вот в Ильгородской школе работаю, мне дали было девочку ОВЗ и совместно сдали еще Диму с другим заболеванием. И я совместно пытался давать эти упражнения, и они идут, они работают. И мы ходили в движении и по кругу, и дышали, и сидя, и стоя, и совместно, даже вот с детьми с ОВЗ, можно разных категорий заболеваний, вот эти упражнения можно давать. Но это все-таки дыхательные упражнения, да? Это дыхательное упражнение, это И вы имели в виду, что заболеваемость уменьшается вот именно простудных заболеваний? простудных заболеваний. Это полностью идет пульмогруппа, это что да, это идет именно вот это вот по этой. А были ли случаи, вот, например, а были ли у вас случаи, когда кому-то становилось плохо или еще что-нибудь, да? Плохо не становилось совсем, чтобы упали и так далее, да, но вот я когда начинаю обучать, если тяжело, лучше остановитесь, присядьте, я же вот сразу сказал, закружится голова моментально, легко. А был другой случай, практику я проходил по лечебной физкультуре, пришел в больницу, начал давать вот эти упражнения, одноклассница у меня заходит, не понял, говорю, Юля, ты что тут делаешь? Воспаление легких летом, пришла, говорит, вот тебе на лечебную физкультуру, вот даже такая ситуация была. Да. Вас коллеги, кроме вас, используют? Конечно, используют. Иван Александрович все используют. То есть вы прямо на уроке? Прямо на уроке, бывает вместо разминки, бывает во время гимнастики, но не, как, не место основы. Прямо во время разминки можно, особенно, я говорю, вот в движении раз, захотели, чтобы дети тишину поймали, да? Все, бутылька включил, на вдохе поехали, работает. Все идет по-другому. Конечно. Да. Я еще вставлю свои 5 копеек, да, небольшие. Я работала очень долгое время в детском саду в городе Воркуте, и у нас очень многие воспитатели использовали методу Пустельникова в работе с детьми. Честно скажу, да, заболеваемость падала. Ну, мы использовали по чуть-чуть, немножко, понятно, малыши, дети разного возраста, но мы использовали как физминутки в различных видах деятельности, утром, вечером, там, днем на прогулке, где лежит по чуть-чуть, по одной, по две, и дети великолепно знали, понимали и с большим удовольствием этим занимались. А интересно в районе, кроме вот, скажем так, единственного мужчины, кто-то еще кто-то перенимает опыт или использует такое? Да вы сейчас начнете, где мы проводили, везде используем. Не переживайте. Мне очень интересно. Конечно, конечно. Все, приглашайте. Да нет, я сама попробую. Сама попробую, мне очень интересно стало. Да. Спасибо. Все, спасибо вам. Видите, какой большой резонанс? Среди многочисленных видов спорта и двигательной активности большим потенциалом обладают различные средства физической культуры, которые позволяют пользоваться повышенным спросом у школьников и способны активно формировать их поведение. Но немаловажным является умение использовать методики и приемы оценки состояния здоровья обучающихся. С мастер-классом по оценке состояния организма обучающихся с помощью функциональных проб приглашаем Кочева Ивана Александровича, учителя физической культуры средней общеобразовательной школы в Ильгородской номер 2 Сахалинского района. Так, ну что, всем добрый. Меня зовут, еще раз напомню, Иван Александрович, учитель физической культуры, Ильгородская школа номер 2. Работаю там с 2004 года. Так, ну что, разметку с вами уже, смотрю, здесь сделали, то есть как бы 12 уже не будем время тратить. Хочу мастер-класс дать с небольшого вопроса, как можно в школе определить уровень физподготовленности у учащихся. Ну, в школе, то есть в общеобразовательной школе. Таким вот образом, то есть мы знаем, определить можем уровень физической подготовленности. Это вопрос? Ну да, вопрос вам. Я говорю, да, начинается вопрос. Отжаться, присесть. Ну, только какие-то нормативы, то есть, да, можно принять. Ну, то есть, да, то есть, наблюдение за можем ребенком, принять какие-то нормативы, то есть, да, то есть, таким образом я могу определить какой-то уровень физической подготовленности. Также у нас есть, в каждой школе есть медицинский врач, с которого мы знаем, какая группа здоровья первая, вторая группа, третья группа здоровья. Вот, опять же, чтобы принять какие-то нормативы, это время, долго, то есть, да, то есть, предлагаю провести один, показать гарвардский степ-тест, который занимает, в принципе, ну, немного времени, то есть, не выходя на улицу, то можно провести
если на улице дождливая погода, в помещении, и которым нравится очень детям. Почему? Потому что когда дети проводят этот тест, они могут проверить и сами себя, то есть мы как привлекаем, получается, старшеклассников проведение над малышами. Это почему? Потому что, во-первых, дети научатся определять сами, ощутить пульс. То есть им это как бы кому-то нравится, то есть старшеклассникам. Малышам, конечно, они вроде как будто нащупали, и потом неправильно идут подсчет. Старшеклассники, естественно, если они определяют, то есть делают правильные подсчеты, то есть и им старшеклассникам интересно. И потом, когда вводится какая-то небольшая формула, малыши, ой, так у меня такая хорошая подготовка, а у меня плохая, у меня там еще какое-то. И начинается какое-то сравнение, и, соответственно, потом начинается проходить какая-то либо работа, чтобы что-то нам сделать. Вот сейчас я вам хочу немножко продемонстрировать вот этот гарвардский степ-тест, то есть в чем он заключается, как он проводится. Естественно, в школе, то есть мы используем это скамью, то есть со скамейки можно сразу там 15-20 человек можно поставить. Ну, как бы, если какая-то примитивная сумочка небольшая, ну, нам нужно будет один испытуемый. Давайте, Павел Михайлович, мы вас пригласим, наверное, в качестве испытуемого. И нужно будет мне один, получается, не хронометрист, ну, давайте вот мы вас сейчас будем записывать результаты. Ничего сложного здесь нету, все вам подскажем. Вот смотрите, в чем заключается вообще гарвардский степ-тест. Выполняется работа на скамью в течение 3 минут. Мы исходим. Темп восхождения, получается, идет 30 восхождений в минуту. То есть это у нас получается, я включу метроном. То есть, грубо говоря, вот этот звук метронома, то есть у нас получается с 120 шагов в минуту мы должны сделать 20 движений. Это 30 восхождений, как получается, на скамью. Можно увеличить, можно уменьшить, можно сделать чуть поменьше, можно сделать немножко побольше. Опять в зависимости от того, что я хочу посмотреть, какой результат у какой группы. Естественно, если мы берем мужчину, да, вот старше, то есть они восходят 5 минут. То есть все 18 мужчин и женщин восхождение выполняют 5 минут. Юноши, подростки 12-18 работают 4 минуты. 8-11 лет 3 минуты, ну и до 8 лет восхождение происходит в течение 2 минут. То есть в зависимости от этого, то есть у нас происходит какая-то нагрузка на организм, и сердце показывает какую-то определенную работу. Естественно, к данному тесту не допускаются дети, которые с ограничением возможностей, потому что какие-то есть нагрузки, чтобы ничего не навредить. Дети это первая, вторая группа здоровья. Есть дети, конечно, которые из третьей группы здоровья тоже хотят себя проверить, они тоже просятся, но опять же, то с тем условием, если что-то начинается нагрузка, что-то начинается плохо, то естественно присаживаемся и таким образом то есть, можно пробовать, но мы его как бы важно по состоянию здоровья. Так, сейчас Павел Михайлович приглашается к тумбочке. Нет, чтобы неудобно было, да? Удобно там? Давай, удобно, все. 3 минуты сейчас, опять же, Павел Михайлович гонять не будем, просто покажем суть темпа. Сейчас задаю темп, смотрите. Вот это у нас пошел темп. Слышим, да? По команде марш, то есть вы начинаете восхождение, то есть он должен быть на 3 минуты. Готов? Руки у нас, соответственно, работают. То есть как мы, ходим? Решается, да? Все, готов? Внимание, марш. Пошла, время. Успевающий. 1, 2, 3, 4. Все, так мы работаем пока минуту с ним. Ученик должен проработать 3 минуты. Не сбивая темп. Естественно, дети есть всякие. Кому-то это нагрузка, не нагрузка. Кто-то даже 3 минуты пройти не может, кто 2 минуты пройти не может. Он садится, для него уже это нагрузка. Еще не все? Нет, А потом дыхательные дальше. Темп хороший, скамья должна быть повыше, скамеечка маленькая, 30-40 сантиметров высоты скамейки хотя бы должно быть минимум. Тут скамейка сантиметров 20 чем минимум. То есть скамья, но обычно школьная скамейка на как раз 20-30 сантиметров. У нас самая нормальная, удобная, и сразу можно много детей там привлечь. Посмотрите, пожалуйста, случай. Сейчас Павел Михайлович присядет. Стоп. Павел Михайлович, присаживайтесь. Сейчас пошла минута восстановления. То есть, грубо говоря, то есть он отработал у меня сейчас 3 минуты. 3 минуты он отработал. Сейчас не надо сразу. Нет, пока вы сидите, отдыхаете, находите у себя пульс. Пульс можно найти, как все знаете, на лучше 3 пальцами зажимаем вот здесь, либо зажимаем сонную артерию. Естественно, дети находят пульс больше здесь. На руке очень часто плохо бывает прощупывается. Дети находят здесь на сонной артерии. Детям тоже бывает это очень нравится, найти у себя пульс. Как он стучит и как работает у него мотор. Они начинают, им очень интересно.
То есть минуту сейчас у нас ученик просто сидит, отдыхает. Мы тут смотрим, как организм будет восстанавливаться после полученной нагрузки. На второй минуте по команде ГОП в течение 30 секунд вы сейчас будете измерять свое количество ударов. Считайте правильно. В течение 30 секунд второй минуты восстановления. Он сейчас будет считать пульс. Минута первая у нас пульс сейчас вот заканчивается. 4 секунды будете приготовиться. Будете считать пульс. Внимание. ГОП. Он же считает пульс в течение 30 секунд. Ну, как бы немножко говорю, как вы не издеваетесь. Считайте правильно, 30 секунд. Первый, почему мы не считаем не за 10 секунд, не за 15? Потому что подсчет будет уже неправильный. То есть можно посчитать за 10 секунд, но подсчет будет совершенно другой, потому что нас восстановление пустит на уменьшение. Вот правильно будет подсчет за 30 секунд. Второй минуты восстановления. Это такая математика получается. ГОП. 40. Да, 40. Если я пожалуйста, она будет выше потом. Вот, опять так же, следующее, это у нас идет вторая минута восстановления. Он здесь восстанавливается. То есть это в целом детям очень нравится. Они сидят, это же у меня пульс, ничего себе. И даже взрослые ребята, это как говорю, вы пульс не теряй, третье минута восстановления. Нитевидный. Внимание, ГОП. Считаем пульс. Вот. И старшие классы, как я еще говорю, у нас 9-11 классы в программе ФГО, знаете, да, пишет проектную деятельность. Вот, пожалуйста, урок физкультуры. Ребенок 9 класс у первоклассника провел, целая таблица, готовая работа, в 9 классе он ее защитил. А если хотим углубляться дальше, В начале года и в конце года. ГОП. Сколько? 35. Ну правильно, мы восстанавливаемся. Мы восстанавливаемся. Вот, и ребята потом, кто-то углубляется дальше, начинает защищать уже эти проекты уже в республиканских этапах и так далее, защищать себя, приготовиться. Последняя минута восстановления, 4-я. Внимание. Гоп. И урок физкультуры прошел. Ну это, грубо говоря, на самом деле тратится времени 15 минут. Да, 15 минут. Один старшеклассник сел, я же с первоклассником посчитал, то есть это на все про все уходит 8 минут работы. 8 минут, 3 минуты работы, 4 минуты восстановления, 8 минут. У нас ровно на секундомере. Ну и плюс 5 минут на все эти подсчеты. Да еще и спокойно пока. Гоп. 32. 32. Вот сейчас, смотрите, сейчас вот мы по этой формуле, это же опять же у нас идет, получается, мы урок физкультуры, то есть у нас и математика, и подсчет идет, то есть получается межпредметная связь. Вот время у нас получается, да, на 180 секунд мы умножаем на 100, коэффициентом. Это вторая минута восстановления, третья минута восстановления, 4-я минута восстановления. Умножаем, да, потому что мы подсчитывали это все за 30 секунд, надо перевести это в минуты. Все, дальше, следующий слайд. Какая у нас получилась цифра? У Павла Михайловича получилась цифра 84. То есть у него очень хорошая работоспособность. То есть, в принципе, то есть мы видим, да, ну, мы работали, естественно, 1 минуту здесь, Павел Михайлович, то есть мы не работали 3 минуты, то есть мы должны были с вами работать 5 минут. То есть совершенно было бы другие процессы показали бы. Просто мы вам показали, как это делается. Вот. И в данном случае, то есть мы что здесь можем определить еще у ребенка, то есть это очень часто используют тренера. То есть даже в начальной подготовке, я на уроке физкультуры провел тест, вот очень хорошая подготовка, если очень хорошая, а ничем не занимаются, вот ничем не занимаются, вот никуда не ходят. Вот ребенок вот это показали, я говорю, да тебе надо в лыжи идти, а тебе надо в легкую атлетику идти. То есть эти ребята, вот с этими показателями, ну, они очень беговые. То есть, соответственно, которые показатели здесь более игровые, то есть такие, а вот с этим показателем, то есть за рекомендации, то есть мы можем порекомендовать родителям, то есть сказать, да, что вот ваш ребенок может, то есть у него будут хорошие показатели в данном виде спорта. То есть мы можем как бы сделать какой-то. А для урока физкультуры, ребята, которые у нас показывают плохие результаты, очень плохие результаты, то есть у нас уже дифференцированный подход. То есть как я могу такого ребенка отправить, допустим, на 3 километра, когда, да, вот он здесь, но он не может, даже либо 3 минуты не может прошагать на месте. То есть у него уже проходит индивидуальный подход, то есть мы работаем с ним уже по индивидуальной программе, с такими ребятами. И когда в концу года они, допустим, показали такой результат, то есть мы как бы сравниваем потом себя в концу года,
он смотрит себя и видит, что да, у меня какой-то рост, то есть у меня физическая подготовленность как на самом деле растет. И вот еще вот говорили, да, вот, допустим, вот подростковый период, 7 классы, да, вот дети вот тяжело, то есть переходный период, на физкультуру, говорят, не хотят ходить. А вот этот тест, когда начинаем проводить, им нравится, то есть они попробуют, посмотрят, и им просто самим вот нравится, просто пошагай. Это же никуда бежать не надо. Им бегать не нравится, потому что надо бежать опять, с глазами бежать, да я не пойду. А тут по ощущению пошагал, померил пульс, записал, ему понравилось, показал какие-то результаты, и потом он в дальнейшем начинает себя сравнивать и, может быть, себя замотивирует, чем ну, даем еще рекомендации на другие виды спорта, то есть не обязательно лыжный бег, легкая атлетика, есть игровые виды спорта, есть танцы и так далее, и так далее, и так далее. Секции, тем более, кто живет приближенно к Сыктывкару, разновидность, естественно, больше, обширнее. Кто живет в деревнях, там, естественно, как кроме спортзала при школе и лыжной секции, то есть секций очень мало. Вот. И выбора, то есть, тоже, естественно, меньше. А приближенных к Сыктывкару разновидность очень большая, очень большая. Ну, как бы на этом хочу свое закончить, потому что как показал, он используется, где можно его использовать. Ну вот еще хотел сказать, что вот на моей практике, вот девочка делала работу, также начинали, то есть в школе, к 9 классу готовились, захотелось и стали участвовать в республиканских районных конференциях. То есть вот такие результаты, которые у нас были, вплоть до России, были финалистами, и 3 место непосредственно вот на уроках тест провели, выше защитили, в принципе, и ребенку хорошо, и в конференции поучаствовала, и плюсик, и мне плюсик, то есть как бы мой ребенок это все выполняет, и ребенку, то есть уже готовая работа, и ему это еще понравилось дальше. То есть может и дипломы для поступления, потом куда-то, если он поступает, направление какое-то для себя выбирает после 11 класса, либо после 9, а если все дипломы, портфолио, пожалуйста, себе уже заработал. Российская конференция, 3 место, очень большие галочки. Все. Иван Александрович, вот такой вот вопрос. Да, конференция по исследованию идет. А вы сами анализировали, вот, например, проводя такой тест в начале учебного года? Да. В начале, допустим, в 5 классе, потом в 8 это же Нет, классе. в начале даже до 5 класса, то есть мы, допустим, грубо говоря, берешь, вот как вот берешь детей вот, в 1 классе, потому что ты их еще не знаешь, детей. И, допустим, бывает так, что ты в 5 классе какую-то группу детей взял. То есть, если детей ты не знаешь, вот в этом сезоне ты обязательно должен провести какой-то мониторинг, грубо говоря, простой, быстрый, то есть много времени не затрачивающий. И в конце года сравниваем. Естественно, есть динамика. Здесь не приложил эту табличку сюда, но динамика, то есть как бы замечали всегда, и динамика есть. Спортсменами уровня республики никто не стал? Спортсменами именно с тех детей, которые принимали... Ну нет, спортсмены всегда у нас есть. У нас очень много спортсменов. И на уровне республики, сейчас занимаемся, то есть, ну это как бы, как сказать, я не скажу, что именно вот это не способствовало куда-то, да, заниматься, то есть дальше. Смотрите, в течение 12 лет его ребята, его ученики, победители республиканской игры «Зорница», президентские состязания сколько раз в республике? Серьезно? И 3-й раз он едет на Россию. Ну это здорово, я хотела нет, сказать, что не нет, просто динамика посчитать, а именно динамика, рост есть, физический рост есть, да. И еще к чему хотел сказать, то есть здесь можно, опять же, еще варьировать. Можно, допустим, делать группу разделить. Группа спортсменов, группа не спортсменов, опять тематика другая. Группа полных ребят, группа неполных ребят, опять группа мальчиков, группа девочек. То есть, на самом деле, естественно, варьировать может как вам угодно. То есть, первая группа здоровья, что происходит, вторая группа, можно так разделить, то есть, в зависимости от фантазии, корректировать можно и все. И в любом случае, динамика есть, то есть, да, то есть в начале года и в конце года, хоть какую группу мы не возьмем, динамика она будет. То есть неважно, какая это группа будет. Группа полных это будет, динамика будет. Мальчики, девочки, будет динамика в любом случае в конце года. Родители об этом знают? Честно говоря, родителям нет, я в школе это вел, детям провел, детям нравится. Если они дома это доводят родителям, может быть только в таком формате. А почему вы родителям не рассказываете об этом? А ему ведь это нужно для того, чтобы дифференцировать свою работу в классе. Родителям, когда я вижу, есть, как вам сказал,
хороший взгляд. Я уже звоню этому папе или маме и говорю, вот вам надо заниматься легкой атлетикой. То есть уже идет больше подход на сильных ребят, которые Понятно. Я так привлечь. понимаю, что вот данный метод вам помогает еще осуществлять и индивидуальный подход. Да, как я сказал, индивидуальный подход и подбор в секции. Очень хорошо. Угу. Спасибо. В современном мире всестороннее развитие детей невозможно без использования современных образовательных технологий. Нам хорошо известно, что растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья, и с целью достижения новых образовательных результатов в своей работе с детьми педагоги используют достаточно большое количество методического, дидактического и интерактивного оборудования. В связи с этим мы хотим пригласить Ольгу Витальевну Солгу, учителя логопеда Выборгской средней общеобразовательной школы номер 2 Сахалинского района. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу начать пару слов о том, что школа наша достаточно большая, более 1300 обучающихся. Из них у нас 27 детей инвалидов и детей с ОВЗ. В школе у нас работает учитель-логопед, у нас есть учитель-дефектолог, у нас есть 2 педагога-психолога. То есть штат достаточно большой. И как вы сами понимаете, что для квалифицированной, интересной и разнообразной работы с такими детками, конечно, нужно и искать какие-то новые методы, новые средства, новые способы обучения. И, конечно, благодаря нашей администрации наша школа обладает достаточно уникальным арсеналом интерактивного оборудования. Не каждое коррекционное учреждение в республике может похвастаться таким количеством оборудования. Я сейчас немножко похвастаюсь. Ну, краткий экскурс, а потом кое-что, что смогли, привезли. Конечно, все невозможно сюда было привезти. Ну, начнем с того, что у нас в школе существует комплексная программа по коррекции различных сторон устной и письменной речи детей с речевым недоразвитием различной этиологии. Это ДЭФА 142, версия 1, их несколько версий. Программа дает возможность как провести обследование ребенка, так и провести занятия с ним, да, то есть, и также дает возможность фиксировать результаты сразу, как вести как речевую карту. Можно следующий. Следующий у нас есть коррекция развития речи детей с 4 до 8 лет, набор Акименко, методика предназначена для проведения логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи, с речевым недоразвитием, с фонетическими недоразвитиями, с нарушениями произношения и так далее. Вот такой набор, он также там содержит инструкции, диски, различные инструментарии, кубики и так далее. Там. Следующий можно набор посмотреть. Набор называется «Буквы, цифры, цвет». Выпускается корпорация Амалтея, развивающая коррекционная методика с видео-биоуправлением, содержит интерактивные игры, направленные на развитие физических и когнитивных способностей. Там можно с помощью мягких шариков управлять движениями на экране, работать. Дети, как правило, хорошо любят они заниматься с интерактивным оборудованием. Такое оборудование позволяет разнообразить коррекционный процесс и не проводить однотипные логопедические упражнения какие-то, да, ла-ла-ла, ла-ла-ла, вот там во дворе стоит там игла, да, а позволяет с помощью современных картинок, с помощью современного биоуправления, с помощью двигательной активности разнообразить работу. Следующая у нас есть стабилоплатформа, мы ее сегодня привезли, я ее в конце покажу немножечко. Это высокотехнологичное многофункциональное электронное устройство, предназначено для развития баланса тела, равновесия, координации движения, ловкости, быстроты реакции, способности точно позиционировать центр тела. Такая игра очень хорошо у нас работает с детками, у которых расторможенные детки, у которых которые не могут контролировать положение своего тела в пространстве, гиперактивные дети. То есть с ними очень хорошо как бы можно их вот успокоить, угомонить. Следующий также у нас существуют игры для тигры, да, в школе у нас есть компьютерно-логопедическая программа, предназначена для коррекции общего недоразвития речи, также позволяет работать над просодикой, над правильным произношением, фонетическими процессами и так далее. Существует там много подвидов игр различных, там и на грамматические какие-то категории, на лексику, на струю воздушную, на выработку струи и так далее. Игр достаточно много, как небольшие 5-минутные такие включения мы в занятия вводим. Следующий можно слайд?
Также в школе у нас есть Цицерон Логодиакор, компьютерно-комплексная психолого-педагогическая коррекционная диагностическая программа. Позволяет как вести документацию необходимую, да, то есть логопедические карты, также позволяет проводить и коррекцию, и диагностику, и сразу фиксировать результаты. Но она достаточно по времени трудоемкая, то есть на обследование одного ребенка там идет и не один урок, и не два, а достаточно много. Также позволяет и часть заданий, которые можно усложнять, здесь есть, да, можно, например, провел какой-то коррекционный этап, отследить потом, как прошла коррекция ребенка, то есть дает возможность фиксировать и промежуточные результаты, и конечные результаты тоже. Следующий аппарат – это монолог АКР. Препарат предназначен для закрепления навыков коррекции речи для заикающихся детей и подростков. Совмещает в себе 4 устройства. Это усилитель сигнала с микрофона, корректофон, аппарат эхо и метроном здесь есть. Помогает при коррекции заикания. Следующее. Это у нас, значит, развитие коррекции мышления младших подростков, диагностика умственного развития школьников и развитие коррекции мышления подростков. Данный комплект у нас имеют психологи в своем арсенале. Помогает проводить, компьютерная программа позволяет педагогам проводить диагностику развития психических функций и разнообразить коррекционную работу. Следующий момент. Так. Факторный личностный опросник Кэттела, это также у нас переведено было для психологов. У нас пользуются сертифицированным инструментарием специалисты, позволяет выявлять индивидуальные личностные особенности детей и подростков и обеспечивает также обработку результатов диагностики. Также у нас в комплекте есть прогрессивная матрица Равена, также предназначена для компьютерного тестирования и содержит в себе вербальные задания стандартные и цветные прогрессивные матрицы. Также позволяет психологам разнообразить свою работу, быстрее обрабатывать результаты, систематизировать. Также в школе у нас достаточно много закуплено интерактивных игр, программно-дидактических комплексов компании Мерсиба. Здесь собрано развитие памяти, логики, мышления, развитие речи. Детям очень нравятся эти игры. Игр там огромное количество, и поэтому как поощрительный момент, например, в конце занятия, или как стимульный материал, если ребенок не хочет заниматься, его привлекалочку ему включил, и все, он уже втянут в процесс коррекционный, и его можно уже вывести на те цели, которые мы хотим достигнуть в своей работе. Ну вот Логоблит школа мы сейчас тоже приобрели, программа для обеспечения, для обследования письменной речи и чтения младших школьников. Там тоже с интерактивными заданиями оно все идет. Хорошо, так. Значит, также в школе у нас есть комплекс БО здоровья для развития навыков диафрагмально-релаксационного типа дыхания. Методика профессора Сметанкина. Да, дети приходят сюда у нас, первоклашки все проходят. Затем у нас здесь проходят пятиклассники в период адаптации, 9-11 классы проходят курсы занятий при подготовке к экзаменам, сдаче итоговой аттестации. Больше всего, конечно, нравится совсем маленьким и совсем взрослым. Среднее звено как-то, не знаю по какой причине, но взрослые они с увлечением занимаются. Да, программа позволяет, там на программе идут, значит, образовательные материалы по темам окружающего мира, цветы, картинки, природа, разные страны. И дети выбирают себе сюжет сами на урок, какой они хотят. Есть теоретическая часть урока, есть учебники, тетради рабочие. И практическая часть занятия где-то от 8 до 12 минут идет на компьютере. К телу подключаются датчики, которые отслеживают частоту сердечных сокращений. Ребенок видит свой пульс здесь на экране, и на обучающем сюжете он развивает диафрагму здесь, да? Вдох носом, выдох. Девочкам больше всего нравится мотивация, что помогает похудеть. Мальчикам нравится мотивация, что они готовятся, там, да, становятся сильными. Снижается заболеваемость ОРЗ. Вот такой вот у нас еще вот есть комплекс. Да. Теперь еще хотела показать, здесь они не были в презентации указаны, также есть диагностика речи младших школьников. Экспресс-диагностика речи тоже позволяет все увидеть в компьютерах, сразу в компьютерах диаграммах. Все это сразу позволяет прикладывать к речевым картам, можно отслеживать динамику, все идет сразу в процентах,
все ответы детей фиксируются, и компьютер сам составляет уже речевой профиль ребенка. Теперь коротко вот хотела бы показать вот это оборудование. Ну вот дети его очень любят. Ну, сейчас пока что я просто скажу пару слов. Могу не показывать. Показывайте. Так, ну здесь существуют разные программы. Одна из программ это подсоединенный диск, и называется там не детские вот гонки. Валерьевну сейчас сюда и попросим вставить. Ну, так. Она же кушает кофе. Вот она встанет. Выбирается какой-либо тренинг, ну, предположим, возьмем несложный. Тут, правда, сейчас не подключены колоночки, а так там идет такой шум леса, пение птичек. Ну, вот сейчас мы попробуем включить, да, без звука, конечно, пойдет, ну, допустим, так, базовый режим. Ну, давайте вот попробуем, например, мишень. Так. И... Ага. Так, ну сейчас программа вам скомандует встать. Ваша цель будет удержать. Удержать нужно будет кружочек в центре мишени с помощью балансировки тела. Так, сейчас, ну что ты не встаешь? Так. Ага. Встаем на платформу. Угу. Да-да-да. И теперь балансировать надо будет так. Ну, представляете, что... звук пошел даже. Надо кружочек удержать в центре, балансируя при этом телом. Да. Такая равновешенная. Подождите, это вот в первые секунды это все так говорят, что легко. Сейчас посмотрим. Это надо владеть своим, да? Чем дальше, тем лучше у нее. Да. В любой ситуации надо держать. Ну, на одной ноге тоже, да, может быть? А? На одной ноге. Нет, лучше, ну, да. Ну, сложнее только. Вы ко мне в школе придете, Иван Александрович, я с одной ноге там поставишь его, и он будет стоит. Ну, это один из видов подготовки. Ну, потом сейчас компьютер даст свою реакцию. Ну, вот вы справились хорошо, да? Вот у нас здесь 99%. Например, давайте попробуем еще одну игру включить. Или как скажете? Давайте еще одну. Давай, так. Например, давайте вот зайчики. А здесь уже будет... Я с поезда еще не зашла. Психолога. А ты Штилюгеновна. Ага. Встаем. Здесь нужно управлять интерактивной рукой. И эта рука должна поймать зайчика за ушки. Так. Давайте. Это уже посложнее игра. Сейчас на экране появится рука. Вы будете сейчас с помощью ног управлять вот этой рукой. Надо поймать зайчика за ушки. Ну вот так, чтобы рука... А зайчики еще и исчезать будут. Опа! Вот поймала одного. Да, еще. Нет, это баланс. Базовых игр здесь несколько в комплекте. Также есть игра, что здесь на диске. Называется «Недетские гонки». Работаете индивидуально. Да. Как вам удается охватить максимальное количество? А максимальная вот этой игрой, например, не охватит. Где у нас есть очень такой мальчик с гиперактивностью. Вот с ним вообще работает идеально. Мы его усадить не можем, а тут он замирает, вот он... Все, нормально, посмеялись, да. Зайцев поймали за уши. Включать еще не... На обед хватит. Так, еще какой-то режим включить? Наверное, надо аккуратнее. Спешат кушать, да? Все, хорошо. Ну вот игры, вот их тут перечень игр, вот они базовые в комплекте, которые здесь есть. Это игры разные. Ну и последняя справка, все. Да. Вопросы? А вы что-нибудь сказали с ресурсным центром по использованию такого оборудования?
бесконечного оборота. Да. Тем более вы работаете с такими фирмами, которые мы их приглашаем постоянно. У нас, да, есть чем похвастаться. У нас, благодаря администрации, конечно, очень солидный, Уже к решительный... администрации пора уже как бы... А можно там? Мы всем показываем, приходите. Вот они-то не приходят. А мы не Да. настаиваем. Надо приглашать. Мы что-то очень замучились, у нас так много этих дефектов, Да. мы не знаем. И каждый год нам предоставляют новые подарки. Вот у нас в этом году уже идет ребенок Даун первый раз. Идут в общеобразовательную школу, с ними надо работать. ЗПРовцы еще куда не шло, расовцы куда не шло, да. С этими очень сложно. Так что мы каждый год в постоянном этом поиске. Да. Но надо отметить, что у вас все-таки кадровый ресурс достаточно хороший. Не каждая школа может похвастаться, что есть и логопед, и дефектолог, и 20. Она выпускница Санкт-Петербургского университета. В 90-е годы, в самые трудные годы, она пришла ко мне в школу. Как сказалось, ну, это просто замечательно и радует, что у вас есть такая возможность использовать то оборудование, которое на сегодняшний день у вас есть. Ну, поверьте, это даже еще не все Не здесь, всё, ну, да. мы То есть полагаем, здесь да. только интерактивное перечисление. У нас, кроме этого, и песочные скалы там есть, и ну, много-много чего, много чего. И комната психологической Разгрузки, да. Здесь речь только шла про интерактивное оборудование, а там у нас еще вот Еще есть. есть чем похвастаться. Главное работать на пользу деток. Да. Спасибо. Администрация идет нам навстречу, и все, что мы просим, нам Но они стараются. зарабатывают деньги сами очень хорошо. Ну да, То есть есть платные услуги. есть Да. платные услуги, мы зарабатываем. Востребованы. Востребованы. Даже Особенно в чересчур. школах, да. И школы первоклассника. Вот они все работают на школе первоклассника. И дефектология, она востребована. Сегодня очень много детей с тяжелыми нарушениями речи. Да, поэтому оно востребовано. Они зарабатывают, но и мы обязаны им что-то дать. И мы все хотим, мы столько всего Они хотим, прямо все всё всегда хотим. чего-то хотят. Да, мы везде учимся, везде все хотим. Действительно, хотят. ресурсы Да. ценны. Сейчас такой вопрос стоит. Это такие условия, когда есть. Опорно-методическую площадку, почему не хотите? Ну у нас так базовая школа района, от нас там не вылезает никогда никто, республика, все. А статусность? Ну, конечно. Задни ко мне вопросы. Давайте, я ректору скажу. Да. Конечно, столько работы, и она же что? Доказывать надо себя себя представлять. Ей тоже некогда, наверное. А мы так это осторожно, красиво подходим. Я с них не слежу, смотрите теперь. Мы все пробуем, мы все на себе пропускаем, да, все, что появляется, какие-то новинки, мы стараемся все идти в ногу со Мы временем. вот очень рады, у нас была девочка слепая, вот, она была первая у нас ребенок с ОВЗ, мы очень много для нее сделали, и мама до сих пор благодарна, потому что девочка уехала в Питер, потом специально в интернате место для слепых детей ей дали. Девочка очень хорошо адаптировалась, очень хороший высокий уровень знаний у нее. Но нам тогда пришлось искать тифлопедагога. Но мы нашли девочку. Она работала с ней 4 года. Вот. Вот это дорого стоит. Да, приходится искать, конечно, приходится работать, но вот за то, что ребенок успешен, пусть вот сейчас на основной ступени обучения, но он успешен все равно. И это здорово, это приятно, и ради этого стоит жить. Кушать-то пойдем. Я сегодня больше. Ладно, извините, да. Буквально два слова скажу. Меня зовут Наталья Александровна, я заведующий Центром психолого-педагогического сопровождения специально-инклюзивного образования, интернатных учреждений, коррекционных школ и так далее, Института развития образования. У нас на базе проходит достаточно много мероприятий, конкурсов, участвуйте, пожалуйста. Мы с большим удовольствием работаем с педагогами, которые хотят представлять свой опыт, мы всех приглашаем проводить вебинары, семинары. Если хотите поделиться опытом, мы без проблем предоставляем свою площадку. Всегда рады видеть на каких-то мероприятиях. Помимо всего прочего, сейчас буквально проходит конкурс «Доброшкола». Вот у нас представители, которые уже прошли это мероприятие, эти у нас еще только проходят. Как раз таки в таких специальных коррекционных школах с помощью вот этого конкурса
как бы осуществляется вот эта вот площадка здоровья сбережения детей, особенно такой категории. Да, в первую очередь нужно работать с самим педагогом, да, на соблюдение каких-то нормативов, да, на соблюдение тех же физминуток, использование каких-то мероприятий на уроках, внеурочной деятельности, на дополнительной планете. И, безусловно, большая работа должна проходить с родителями, потому что без их помощи мы детей своих к здоровью не приведем, потому что основа закладывается в семье. Да? Сейчас у нас разработана программа по инклюзии, принята республиканская программа большая, в ней очень много мероприятий. Будут проходить курсы повышения квалификации различной направленности, профессиональные переподготовки и на логопедов, и на дефектологов, они у нас ведутся и велись. И если есть желание, пожалуйста, приходите к нам, да, мы всегда рады, мы всегда открыты. Спасибо всем большое за огромный ваш труд. А вот эту девушку мы всегда видим на наших вебинарах и семинарах, и всегда очень рады. Спасибо всем большое. Можно еще? Да, добавлю. Спасибо всем огромное, всем выступающим, присутствующим. Площадка действительно была очень интересная, но просто то, что выходили мы на связь, да, вот с Луганской Народной Республики, не Ровенки у нас, а Благовка село, там комплекс, да, учебно-воспитательный, вот переписывались просто, видите ли вы, вот я в Телеграме с директором общалась, да, хорошая слышимость, изображение, и пишут, что все площадки очень интересные, познавательные, можно ли переслать презентации, но в общем, я очень рада, что у нас все-таки связь имелась, да, поэтому состоялась, поэтому все очень хорошо, и всем огромное спасибо. Да, еще вот такой маленький, да, мы много по телефону работали, да, в свое время, когда у нас вот это началась эта кампания такая, когда нельзя было встречаться, мы очень много работали онлайн и работали с педагогами как раз таки по и здоровью сбережению, и по обучению педагогов, как работать с детьми с ОВЗ в общеобразовательной школе. Поэтому мы рады, если нас приглашают, мы выезжаем и даем свои курсы непосредственно в учреждениях. Здоровье дороже богатства, утверждал французский писатель Этье Рей. Точно так же утверждают и многие из нас. О здоровье говорят, о здоровье спорят, здоровье желают. И мы вам хотим пожелать. Будьте здоровы. Спасибо.